Для поддержания в любом населенном пункте порядка и чистоты необходим не только человеческий ресурс, но и специализированная коммунальная техника, которая облегчает труд и делает услуги более качественными и эффективными. Безусловно, невозможно переоценить роль коммунальной спецтехники в сфере ЖКХ. Для оказания своевременной помощи населению администрации Гулрыбшского района приобретена осенизаторская машина. Ранее такой спецтехники в парке не было. Стоимость осенизаторской машины 4 миллиона 500 тысяч рублей. Спецтехника была приобретена за счет средств администрации района. Она необходима для очистки септиков, канализации и других видов работ. Она была куплена в России. Бэушная техника, конечно, за такие деньги не возьмешь, но она в очень хорошем состоянии, практически новый автомобиль. Раньше у нас не было такой техники, у нас была очень большая нехватка, и она есть сейчас. На самом деле, когда выпадают очень большие осадки, дожди, а в основном это бывает летом, происходят там стихийные бедствия, ливни паводковые, реки выходят из берегов. И часто очень к нам обращаются граждане за помощью, но не всегда мы можем оказать им помощь, потому что у нас нет подходящей техники для этих работ, таких как экскаваторы, манипуляторы, грузовых машин, чтобы мы могли вывести. И, конечно, мы обратились с перечнем, со списком к главе Гулрыбского района Саиду Геннадьевичу Харази о просьбе помочь нам приобрести технику. Также он обратился к руководству страны с нашим списком и надеемся, что в ближайшее время получим положительный ответ. Парк спецтехники по возможности обновляется. По словам Тимура Начхебе, ранее был закуплен трактор «Беларусь» за счет финансирования Кабинета министров. Техника была необходима в озеленении хозяйства. Приобретены погрузочный мусоровоз, самосвалы, есть и мини-экскаватор. Однако этого недостаточно. Необходимы там экскаваторы, бульдозер обязательно, чтобы мы могли поддерживать реки, чтобы мы могли подсыпать, чтобы они не выходили из русел, для того, чтобы мы могли оказывать своевременную помощь гражданам. Что-то иногда мы за свой счет берем в аренду. Иногда нам помогают люди. Но очень хотелось бы, конечно, иметь в гараже жилищно-коммунального хозяйства всю необходимую технику. Это манипуляторы. Также, повторюсь, опять-таки, это экскаваторы, бульдозер, КАМАЗы, которые могут вывозить, чтобы мы могли помогать вывозить. Иногда падают деревья на крышу домов, и у нас нет манипулятора для того, чтобы его поднять и утилизировать. Также на средства администрации Гулрыбшского района приобретены 10 8-кубовых контейнеров, которыми заменят старые мусорные контейнеры, давно пришедшие в негодность. Вот мы обратились к главе, и он нас профинансировал, и мы приобрели контейнеры. В скором времени поставим их на места старых контейнеров. Первый этап, чтобы посмотреть, проверить, как это все будет работать, потому что иногда мы сталкиваемся с таким ситуацией, что выкидывают строительный мусор, и из-за этого приходит контейнер в негодность. Он портится, то есть он расширяется, ломается. И всегда стоит под дождем. Мы будем придавать контейнерам небольшие такие крыши для того, чтобы вода не проникала вовнутрь. В ЖКХ Гулрыбшского района обновляется не только парк спецтехники. Вот уже 2 недели здесь ведутся работы по постройке нового гаража. Сметная стоимость 1 миллион 900 тысяч рублей. Старое здание для спецмашин было построено во времена Советского Союза. Его размеры были малы для современной техники. И раньше были очень маленькие автомобили. И сейчас вот у нас все машины уже не помещаются в гараж и всегда стоят на улице. И для этого мы решили с помощью главы администрации построить гараж для спецмашин, для удобства, для того, чтобы они не стояли под дождем, чтобы ремонтировать было удобно. Мы начали работы по постройке гаража для спецмашин. Здесь будет 9 мест. Будет место для ремонта автомобилей, будет место для мойки автомобилей, для того, чтобы они ездили на дорогах в надлежащем состоянии. Работы по строительству нового гаража планируется завершить в середине мая. По словам Тимура Начхебе, старое здание будет реконструировано. Следует отметить, что в Гулрыбшском районе проходит реорганизация, открываются отделы зеленого хозяйства и другие. Тимур Начхебе подчеркнул, что в этом здании со временем будут склады для хранения инвентаря этих отделов. Там сейчас хранятся у нас новогодняя атрибутика, всякие такие вот вещи, которые необходимы, но мы хотим привести его в надлежащий вид, чтобы все лежало на своих местах, как полагается.
Работы по строительству гаража проводятся работниками районного ЖКХ. Основная работа уже закончена. Осталось провести освещение и установить крышу. Щазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.